В следующем году в России отметят 75-летие Великой Победы. В преддверии юбилея акционерное общество «Водоканал» запланировало множество акций, посвященных годовщине Великой Победы. Ведь 75 лет исполняется не только великому подвигу нашего многонационального народа, но и якутскому водоканалу. Ровно 75 лет назад, 27 мая 1941 года, было создано предприятие «Водоканал». Первым таким мероприятием стала эстафета «Песен Победы». Символично, что старт эстафеты начался с церемонии поднятия Знамени Победы на территории предприятия. Главными гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны и ветераны тыла. Мужской хор «Водоканала» исполнил военно-патриотическую песню, тем самым дал старт эстафеты, которую передадут другим предприятиям и организациям столицы республики. В дни празднования 75-летия Великой Победы все коллективы и сольные исполнители, принявшие участие в эстафете, выступят на специальном галоконцерте. Мы сегодня мы мужским хором, своим водоканальским, даем старт эстафете по трудовым коллективам города Якутска. А если подхватят и трудовые коллективы других районов, лучше это будет еще здорово, чтобы мы в каждом коллективе вспоминали наших ветеранов войны, участников войны, и песней, стихами. В течение года эта эстафета передавалась от коллектива к коллективу. И планируем 9 мая 2020 года, то есть 75 лет годовщины Победы, организовать гала-концерт из трудовых коллективов. Среди акций и мероприятий, запланированных акционерным обществом «Водоканал» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, хочется отметить издание книги о работниках предприятия, ушедших на фронт, и о тех, кто снабжал Якутск водой в годы войны. В 1941 году протяженность сетей якутского горводопровода составляла 3 километра, подъем воды 148 тысяч кубометров. И с нашего предприятия на войну ушли 13 человек и вернулось только 4. Некоторые продолжили работу в водоканале. Поэтому мы одним из мероприятий будем готовить книгу наших участников войны про работников тыла, потому что, несмотря на войну, наши работники, водоканал подавал воду в город. И мы считаем, что эта книга будет данью, укреплением памяти наших внуков, детей, правнуков. Кроме этого, у нас намечается, сейчас прошла акция по сбору рисунков и рассказов наших детей, работников водоканала, внуков работников водоканала, о своих дедах, прадедах, прапрадедах, бабушках, прабабушках, прапрабабушках, чтобы мы потом сформировали на базе этих рисунков, рассказов, альбом. И это будет большим, хорошим подарком для нас самих, для работников. И, конечно же, в сохранении памяти о том, что кто на самом деле победил, кто больше всех отдал крови и перенес тяготы войны, вот эта память она будет.
Сейчас подготавливается альбом с рисунками и рассказами детей нынешних работников, посвященных их родственникам, сражавшимися за мирное небо на фронте или ковавшими победу в тылу. Фрагмент выставки работает в здании водоканала, но уже в конце июля полная экспозиция разместится в мультимедийном парке «Россия. Моя история», где ее смогут увидеть все желающие.